Малое и среднее предпринимательство – один из экономических драйверов развития регионов. Это понимают на всех уровнях власти и постоянно расширяют формы поддержки. В Коми в прошлом году бизнесменам выдали субсидии на 220 миллионов рублей, кредитов на 13 миллиардов. Это с учетом снижения уровня процентных ставок. Плюс был создан Центр поддержки предпринимательства. Иван Карипин занимается производством корпусной мебели. В своем деле он профессионал, а вот с бумагами исключительно на «вы». Участвовал в гранте, написал бизнес-проект, получил пособие, да, 300 тысяч. У меня уже производство уже тогда было, просто я что-то обновил, что-то докупил. И сейчас на данный момент, на сегодняшний день, процесс идет, все хорошо работает, клиенты обращаются, работа выполняется. А вот о помощи предприятиям с численностью свыше 100 человек речи практически не идет. Из реальных мер только возможность взять льготный кредит и налоговые послабления, касающиеся транспорта. На этом список заканчивается, поэтому малый бизнес переходить на следующую ступень не торопится. Нам вроде как и нужно нарастить, да, производство. То же самое эти налоги за людей, получается, пенсионное, вот то, что мы, вот эти отчисления, очень дорого выходит. Поэтому и вот не знаешь, то есть вроде как и надо расти, но тебе не дает расти, потому что производство, потому что очень много нужно платить. И нет денег для расширения. Между тем, сельские предприниматели недостатка внимания не ощущают. У нас в 2017 году предоставлялся грант, а это невозвратные средства, которые в течение 2 лет даже не облагаются налогом, в размере 1,5 миллиона рублей, то на сегодняшний день грант составляет 3 миллиона рублей. При этом собственник средств фермерское хозяйство должно подтвердить не более 10%. То есть, соответственно, на 3 миллиона 300 тысяч рублей можно, в принципе, начать свой бизнес. Что сделать? Можно построить животноводческий объект, можно приобрести сельхозтехнику, можно купить сельхозживотных. Именно они создают рабочие места, так необходимые на селе. Поэтому и поддержка должна начинаться с уровня сельского поселения. В Сыктывдинском районе это понимают и оказывают всестороннюю поддержку. Здесь проходят дни открытых дверей для предпринимателей и регулярные встречи на местах. Как итог, за несколько лет там открылась база отдыха, парикмахерская, несколько мастерских и автомойка. Надо выезжать на места, потому что предприниматели и те заинтересованные граждане, у которых, может быть, теплится сегодня какая-то идея, они не дойдут до нас. Поэтому сегодня вот мы уже практикуем выезды, встречи на территориях сельских поселений. Задача глав одна – собрать по максимуму большее количество человек. Сегодня малый и средний бизнес в Коми дают в общем объеме всего 13% производимой продукции. Во многом потому, что хозяйства не объединяются в кооперативы. Взять Финляндию, нашего соседа, да, 90% сельхозтоваропроизводителей в кооперативах финских, а оставшиеся 10% в кооперативах норвежских. Понимаете, то есть весь мир объединяется для того, чтобы решать проблемы общие, транспортные и так далее и тому подобное. И этого не будет до тех пор, пока у нас какое-то связующее звено на уровне республики не будет. Будет это бизнес-инкубатор, будет это Минэкономика или будет Минимущество, неважно. Разобщенность людей на селе объясняется их страхом перед предстоящими сложностями. Необходимо оказывать поддержку кооперативам в момент их создания, например, выдавать гранты при регистрации, чтобы помочь уже на начальном этапе. Таисия Жакова, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сыктывкар.